Принято было решение вот эти деревья уже заменить. Пришло их время, потому что, скажем так, еще несколько лет, ну, наверное, максимум 10. И мы будем вынуждены уже сюда заходить с тяжелой техникой и проводить работы по их вырубке. Этим зеленым гигантам приказано долго жить. Со дня на день 38 тополей и 8 берез в исторической части столицы уступят свое место молодым. Ломать вроде бы не строить, и все-таки решение инициаторам далось непросто. Когда еще новые деревья достигнут таких высот? Это будет уже совсем другой город. Хотя и саженцами зеленых новоселов назвать нельзя. Сюда попытаются прижить так называемые крупномеры в 5 метров от земли. Из сведений инвентаризации города Сыктывкара по зеленым насаждениям именно в исторической части ранее высаживали в основном липы. Вот. Клен тоже достаточно очень хорошая культура, быстро растущая, в антропогенных условиях хорошо себя чувствует. Поэтому было принято решение вот именно в исторической части города Сыктывкара развивать 2 породы. Это береза бородавчатая, 3 породы. Береза бородавчатая, липа обыкновенная и клен татарский. Если не пилить, то завтра, а точнее после ремонта улиц, появятся проблемы, говорят в мэрии. Корни тополей ломают покрытие и смещают бордюры. Благоустройство поплывет. Поэтому проект обновления очень комплексный. Даже провода, наконец, не будут мозолить глаза. Впервые в истории города уйдут под землю. У нас в центральной части города, это и не только в центральной части, если обращали внимание, все провода идут воздушным способом, ну, большая их часть, да. А это также является визуальным шоу, который просто загрязняет визуальное восприятие вообще города и пространства. Вот. Конечно, когда коммуникация идет подземным способом, и только на поверхности находятся красивые фонари, то пространство воспринимается чище и приятнее гораздо. Где коммуникации прокладываются, они прокладываются в трубах, чтобы потом при необходимости можно было эти коммуникации заменять. Также будут установлены колодцы, где можно будет пропускать провода. Но самая внушительная статья расходов – гранит, в который оденут тротуары и тропинки. На территории в 7000 квадратов вместо брусчатки и асфальта появится одно из самых прочных и долговечных покрытий. Его привезут с Урала и Карелии. Места для прогулок, обещают, будет больше. Пешеходную зону на Советской расширят. Здесь появятся светильники и новые стенды. У нас у музеев на самом деле проблема того, что Гораст пытается разместить информацию о проведении каких-то мероприятий в музеях. Вот, так как на улице Коммунистической у нас их много, вот, мы предусмотрели сразу информационные стенды в таком же стиле, что можно было поставить вдоль как раз улицы, и музеи могут использовать эти стенды для своей информации, предоставления. Бесплатно? Конечно. В едином стиле будут даже дорожные знаки. А еще урны, скамейки, велосипедные стоянки, чугунные решетки для защиты корневой системы деревьев, вазоны для кустарников и цветов. Даже столбики с розеткой для подзарядки гаджетов. Этакий элемент умного города. Заметнее всего преобразится сквер рядом с главной площадью Сыктывкара. Подрядчик решил начать с центрального объекта. Памятник павшим в боях за советскую власть в Коми-крае тоже ремонтируют. Сейчас от него остался лишь голый бетон. Захоронение 14 красногвардейцев появилось на этом месте в 1919 году. В 1963-м установили бетонную стелу и лишь через 2 десятка лет облицевали вот такими плитами. И с тех пор он не менял своего вида. Первый этап благоустройства, ремонт спуска к Кировскому парку, сейчас в самом разгаре. Закончить работы планировали в середине августа, но погода внесла коррективы. Сроки сместились на месяц. Результаты следующего этапа можно будет увидеть в конце октября. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.